13 несчастливых лет. К теме депортации приурочили международную конференцию, в которой приняли участие видные общественные деятели, историки, ученые, занимающиеся именно этой проблематикой, и религиозные деятели Северного Кавказа. Причины расплаты за преданность, мотивы для выживания угнетенных и память для живых в сюжете Лейлы Гайсановой. Ингуши – честные люди. Хорошие люди. Вопреки тому, что ингушский народ со дня вхождения в состав России на протяжении многих лет был предан своему государству, принимал активное участие во всех войнах и отличался храбростью и мужеством, в 1944-м его выслали в Казахстан и Среднюю Азию, подвергнув ложному обвинению. Причины и последствия депортации отразила в своем докладе кандидат политических наук Лейла Арабханова. Только в 1944 году умерло около 1500 человек. То есть от общего числа спецконтингента это составляет 23,7%. Эти данные НКВД о смертности, конечно, они значительно занижены. Прошло 70 лет со дня депортации ингушского народа в республике Казахстан и Киргизию. Те 13 лет отбросили его на десятилетия назад. Образованные люди не могли заниматься своей деятельностью. Большинство остались без знаний. С каждым годом мы имеем больше возможностей изучать вопросы и причины переселения, отмечали участники конференции. Тема для меня очень проблемная и в то же время очень актуальная. Мне было очень приятно участвовать. Я с удовольствием слушаю выступающих. Интересные проблемы поднимают о причинах депортации. На международной научно-практической конференции постарались передать масштабность трагедии через отдельные истории людей. Действие властей в отношении депортированных народов не была законной. Это отмечали все выступающие. Это очень важная дата, круглая дата для нашего народа. Мы рады, что к нам нас уважили, приехали данные ученые, тем более ученые, признанные в научной сфере Российской Федерации на международном уровне. Долгая разлука с родными местами только усилила с ними связь. В этом еще раз убедилось и молодое поколение, которое с большим интересом слушало выступления очевидцев. Цифры, которые сегодня были озвучены, количество лиц, которые погибли, на мой взгляд, являются правильными. Годы разлуки с родиной не сломили ингушский народ. Он живет и развивается, а самое главное, не забывает свою историю. Лейла Гайсанова, Ахмед Беков. Новости 24.